Чеченскую Республику приехали руководители профсоюзных организаций республик Северо-Кавказского и Южно-Федеральных округов, а также председатель Общероссийского профсоюза образования и науки Галина Меркулова. Цель визита столь представительной делегации – это участие в презентации Чеченской организации Общероссийского профсоюза образования и научно-практической конференции «Практика и перспективы развития профсоюзного движения в системе образования Северного Кавказа». В программу визита делегации входило ознакомление с работой Чеченской организации профсоюза разных уровней и обмен опытом. Это очень важное событие для профсоюзной организации, республиканской организации нашего профсоюза, потому что они представляют свой опыт своим коллегам, те наработки, те какие-то новшества, которые, естественно, постоянно вносятся в деятельность профсоюзных организаций для того, чтобы наиболее успешно обеспечивать их представительство интересов тех работников, чьи мы интересы защищаем в целом. Это важное событие для коллег, которые здесь находятся, представителей соседних республик, областей, краев, которые с удовольствием приехали сюда, потому что они знают, сколь велик и интересен опыт этой нашей с вами, я говорю нашей с вами, потому что я воспринимаю вообще эту организацию как свою тоже родную, она входит в наш огромный профсоюз, наш профсоюз объединяет в своих рядах около 5 миллионов членов профсоюза, и достойное место в этом профсоюзе занимает эта организация. Вот мы имеем сегодня возможность, благодаря той выставке, которая представлена, тем материалам, тем дискуссиям, обсуждениям, которые происходят в эти дни, еще раз убедиться, что эта организация для нас очень важна, что она работает в нужном направлении, что она все время в поиске новых, интересных и полезных, эффективных форм деятельности, и она как раз действует и функционирует, работает в рамках той программы, которая была на нашем съезде, который состоялся в прошлом году профсоюза, в рамках той программы, которая была утверждена этим съездом. Конечно, мы прекрасно понимаем, что те успехи, которые достигнуты, а мы оцениваем положительно деятельность нашей организации республиканской, конечно, достигается еще благодаря тому, что у нас очень мудрый, профессиональный, опытный руководитель этой организации, Хизер Магомедович Герзелиев, он очень известен в нашем профсоюзе, в России в целом. И, конечно, благодаря тем людям, которые работают в этой организации, благодаря тому сотрудничеству, которое есть с министерством, с нашей федерацией профсоюзов объединения, и, конечно, благодаря тому, что, как нам кажется, положительно относится руководство республики к профсоюзному движению как таковому вообще и тому профсоюзу, который объединяет и представляет интересы учительства. Поэтому это важное событие, оно нужное, и оно способствует нашему развитию и движению вперед. В Чеченской Республике прошел региональный семинар «Системный анализ требований работодателя энергетики при разработке и реализации сетевых образовательных программ подготовки кадров для отрасли и апробации отдельных модулей, предназначенных для реализации в сетевом масштабе». Семинар проводится в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по проекту «Модернизация системы начального профессионального и среднепрофессионального образования для подготовки специалистов в области энергетики Северо-Кавказского федерального округа на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра. Главная цель этой встречи – вовлечение органов образования, органов исполнительной власти, учреждений профессионального образования, объединений работодателей регионов в процесс развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра, формирование модели по взаимному сотрудничеству. В Северо-Кавказском федеральном округе потребность в специалистах энергетических специальностей составляет порядка 30 тысяч человек. В Южно-федеральном округе составляет порядка 60 тысяч человек, а в целом по России 150 тысяч человек. Ежегодно на пенсию уходит порядка 2 миллионов пожилых людей этой специальности, а учебные заведения начально-профессионального образования, среднего профессионального образования могут всего выпустить 1 миллион таких рабочих, таких специальностей. Сергей Ильич, я прошу прощения. Что вы ожидаете от сегодняшнего семинара? Какие взаимодействия
Какие у вас планы? Взаимодействие, значит, расширение сети взаимодействия с образовательными учреждениями как Чеченской Республики, так и Северо-Кавказского федерального округа с целью подготовки специалистов энергетических специальностей. Кстати, вот в докладе представлены эти модели взаимодействия, и основная модель, которая этого взаимодействия, это модель, основанная на паритетной основе. То есть, что она из себя предполагает. Значит, все учебные заведения могут пользоваться материально-технической базой ресурсного центра города Георгиевска. Сергей Иванович, еще раз, если можно, вкратце, что из себя представляет ресурсный центр? Что предполагает ресурсный центр? Для чего это организуется? Ресурсный центр представляет собой, как сказать, коллектив преподавателей, значит, которые разрабатывают, которые имеют мощную материальную базу, и коллектив специалистов, которые разрабатывают программное, методическое обеспечение в рамках подготовки специалистов энергетических. В связи с этим еще один дополнительный вопрос. Скажите, пожалуйста, дело в том, что в Чеченской Республике нет у нас ресурсного центра, мы только планируем это создание. Какой будет с вашей стороны оказана поддержка в этом направлении? По всей вероятности, директор только что в пути мы были, он позвонил и выяснил возможность, значит, учебных заведений Чеченской Республики в плане компьютерных классов, в плане, значит, материально-технической базы. И, по всей вероятности, тот грант, который получил Георгиевский колледж «Интеграл», он должен, наверное, и распространяться. 5-6 декабря в гимназии номер 12 города Грозного прошли 3-е Кавказские педагогические чтения по гуманной педагогике на тему «Учитель, вдохнови меня на творчество», организованные Министерством образования и наук Чеченской Республики и Чеченским республиканским центром гуманной педагогики. В числе гостей были представители Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Ставропольского края и Свердловской области. В программе творческие лаборатории, доклады, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы. Основную нагрузку в организации этого мероприятия взяли на себя делегации Чеченской Республики и Республики Дагестан. Они и по численности были больше других. Значит, у нас сегодня в гостях это представители Дагестана, это город Дербент, город Буйнакск, это директора школ, это учителя, это руководитель органов управления образованием. У нас в гостях сегодня Республика Ингушетия, у нас в гостях сегодня Адыгейская республика, Кабардино-Балкария. У нас в гостях сегодня, к сожалению, Шалва Александрович Аманашвили не смог приехать по состоянию здоровья, но они еще не теряют надежду, что завтра, возможно, он вылетит. Но будем надеяться, что Всевышний даст ему здоровье, чтобы он посетил наш край. Его мечта посетить главную мечеть нашей республики, сердце Чечни, и именно с этой мечтой он и собирался к нам ехать. Но так получилось, что вот здоровье его немножко подвело. Какие цели и задачи преследуют Кавказские педагогические чтения? Они в этом году проходят под общим девизом «Учитель, вдохнови меня на творчество». Это негласный зов учеников, которые просят учителя услышать их, вдохновить их на творчество познания, на творчество развития. Поэтому цели и задачи, которые ставили организаторы перед вот этими чтениями, это увидеть опыт учителей других регионов. Это показать опыт учителей нашего региона. Ведь сегодня я могу с гордостью сказать, что у нас есть учителя, которые могут показать свой опыт работы и у которых есть творчество, которое достойно для предъявления на любом уровне на территории образовательной территории Российской Федерации. Вторая задача, которая перед нами стоит, это сплотить учительский коллектив. Это чтобы они видели, слышали друг друга. И, естественно, первая задача, это чтобы они слышали, видели, слушали своего ученика, который сегодня ждет от них вот этого творческого взлета. И хочу от души всем педагогам, которые сегодня здесь, всем педагогам, которые нас сегодня могут слышать, слушать, пожелать творческого вдохновения, чтобы именно это и повело нас по профессиональному пути.
Чеченском государственном университете состоялась акция «Информационная палатка», приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция прошла в игровой форме. Прикрепляя красную ленту, студенты выбирали билеты с вопросами. За правильные ответы получали сладкие и вкусные призы. В основном вопросы касались знаний об этой болезни и ее профилактике. Целью таких игровых мероприятий, как отмечают организаторы, является повышение уровня осведомленности студенческой молодежи в вопросах сохранения репродуктивного здоровья. Данная акция является логическим завершением информационно-просветительских семинаров для учащихся 9-11 классов, которые прошли в каждом из административных территорий республики. Благодаря акции «Информационная палатка» студенты ЧГУ узнали об основных и ведущих причинах заражения ВИЧ-инфекцией. И посредством этой акции мы ломаем стереотипы, крушим барьеры и вовлекаем молодежь в диалог о ВИЧ-СПИДе, поскольку в мире 60 миллионов людей страдают этой болезнью, 25 миллионов уже умерли от ВИЧ-СПИДа, 16 миллионов детей остались сиротами. Каждый день в мире заражается 7 тысяч людей ВИЧ-СПИДом, и из них 1 тысяча – это дети. А в нашей республике свыше 1500 людей, живущих в случаях, вернее, ВИЧ-СПИДа, и средний их возраст составляет от 18 до 30 лет. То есть это красноречиво говорит, что в основном молодежь, люди такого молодого возраста вовлечены в ЭПИД-процесс. И активное отрицание проблемы ВИЧ-СПИДа, пассивное пренебрежение к этой проблеме, они способствуют тому, чтобы ВИЧ-инфекция в нашем обществе всячески распространялась. Более того, эти мнения мешают к доступу к спасающим жизни услугам здравоохранения для тех, кто уже болеет. И наша задача сегодня предоставить максимальную информацию студентам в такой игровой форме. Это не викторина, это есть игровая акция. Мы предлагаем студентам пройти своеобразный экзамен на знание вопросов, которые касаются ВИЧ-СПИДа, и за свой правильный ответ, за свои знания получить приз, шоколадку и ручку, исходя из принципа такого человеческого, что мелочь, а бесплатно это приятно. Вопросы, что такое ВИЧ-инфекция, что такое СПИД, как ВИЧ-инфекция передается, как она не передается, зачем нужно проходить тестирование на ВИЧ перед бракосочетанием, кто такая мать Тереза Калькутская, что такое период окна. То есть базовые вопросы о ВИЧ-СПИДе, которые в конечном итоге помогут человеку сохранить свое здоровье. Анжела Исмаилова работает учителем начальных классов в президентском лицее со дня его основания. Недавно она приняла участие в 3-м международном конкурсе по набору мастеров, который проходил в городе Москве. Среди 117 участников конкурса Анжела заняла 2-е призовое место. Наша программа встретилась с ней. 18 ноября в городе Москве проходил финальный конкурс, 3-й международный конкурс по набору мастеров. Мне нужно было показать урок на интерактивной доске. И я предоставила разработку урока русского языка на тему склонения имен прилагательных женского рода. Конкурс проходил в нескольких номинациях. Это первая номинация была гуманитарные науки, точные науки, естественные науки и экологические проекты. Я участвовала в направлении гуманитарной науки. На этом конкурс съехались учителя из многих точек России и из ближнего зарубежья. Учителя приехали из Белоруссии, Украины, с Казахстана, из Владивостока, с Челябинска, со Ставрополя. Очень много было учителей. Всего в конкурсе принимало участие 117 человек, и каждый учитель старался показать свой урок и свои наработки, которые применяет в опыте во время работы. Конечно, я не ожидала, что я получу 2-е место, потому что я очень переживала. Меня все время мучили сомнения, смогу ли я достойно показать лицо нашего президентского лицея. Но мне это удалось, и я очень рада. Наша программа поздравляет Анжелу Исмаилову с победой на международном конкурсе и желает ей творческих успехов. На заседании Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» в октябре 2010 года был предложен новый общероссийский проект 500 бассейнов. Чеченская республика стала одним из регионов, где успешно реализуется этот проект. На базе вуза на территории 3-го корпуса Чеченского государственного университета в 2011 году началось строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Вот как это все происходило.
30 ноября в третьем корпусе Чеченского государственного университета состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса для студентов и преподавателей вуза. Среди приглашенных представители партии «Единая Россия», члены правительства, а также студенты высших и средних учебных заведений нашей республики. Приветственное слово в связи с открытием данного спортивно-оздоровительного комплекса предоставляется руководителю исполнительного комитета Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вахаеву Абдулбеку Хамзатовичу. Скажу прямо и откровенно. В самом начале моей работы Рамзан Ахматович Кадыров поставил такую задачу: извлечь максимальную пользу из партии «Единая Россия» для молодежи Чеченской Республики. И мы, партийцы, именно в этом направлении работаем, занимаемся. Сегодня «Единая Россия» построила этот замечательный бассейн для молодежи Чеченской Республики. Это не первый и не последний объект. До этого мы построили объекты, физкультурно-зрительный комплекс в Мискер-Юрте, в Наурском районе. Строится еще ряд объектов. Я вас хочу заверить, что эта работа, она проводится, она поступательна и необратима. С каждым годом «Единая Россия» во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым будет радовать нас новыми великолепными объектами, дворцами, спортзалами, спортивными комплексами. И все это строится ради будущих наших поколений, ради вас. Многие молодые люди здесь не помнят, наверное, но кто постарше помнит, у нас был один бассейн на всю республику, Садкой название было. Это была гордость всей республики. Сейчас это не последний бассейн, мы думаем, у нас, но студенты Чеченского государственного университета могут гордиться и тем, что у них свой бассейн. За это, я думаю, они будут благодарны. Партия «Единая Россия» возле Лешу бассейна. Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас, кроме чемпионов мира по боксу, борьбе и другим силовым видам спорта, появятся все-таки и чемпионы таких для нас экзотических пока видах спорта, как плавание, легкая атлетика и так далее. Лица студенческой молодежи Чеченского государственного университета к микрофону приглашается студент второго курса Данаев Вайд. Я от лица студентов Чеченского государственного университета благодарю главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова за такой подарок. Теперь у нас будет возможность заниматься и водными видами спорта, о чем многие студенты давно мечтали. Мы верим в то, что по окончании учебы в нашем университете, став достойными специалистами, мы плечом к плечу с руководством сможем вести нашу республику к еще большим высотам благополучия. Вместе, единой командой мы этого добьемся. Да, Аллах. Спасибо большое. Приветственное слово предоставляется первому проректору Чеченского государственного университета Киндарову Зауру Бароновичу. От имени студентов поблагодарили. Я бы хотел поблагодарить нашего руководителя республики, главу республики Рамзана Ахматовича за этот подарок от имени преподавателей, от имени профессорско-преподавательского состава. Особую благодарность хочется выразить, конечно, и руководителю правительства Чеченской Республики, министру финансов Чеченской Республики, которые с пониманием отнеслись к нашей проблеме и на всех этапах строительства этого бассейна оказывали огромную помощь и поддержку нам. Не было ни одной секунды, ни одной минуты, не было промедления ни в выделении средств финансирования, ни в помощи строительству. Как сказал Анзор Ахмедович, это у нас в республике были очень большие и богатые традиции по плаванию, по водным видам спорта, которые тогда занимались в бассейне Садко. И я бы хотел, чтобы этот бассейн был новым этапом нашей и спортивной, и культурной жизни нашей республики. Поздравляю вас всех, большое спасибо всем.
Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Björk där motion aus Mojoric, vi sind det. Торжественно перерезав красную ленту, гости совершили экскурсию по двухэтажному зданию комплекса. Общая площадь здания 2314 квадратных метров. Бассейн размером 25 на 16 имеет 6 плавательных дорожек. Его глубина 1,80 м. Отделка стен, потолков и пола в помещении принята с учетом санитарных, противопожарных и самых современных строительных норм и требований. Стоит отметить, что это единственный бассейн на территории Северокавказского федерального округа, соответствующий олимпийскому стандарту. Построен он по европейской технологии. В этом физкультурно-оздоровительном комплексе, кроме бассейна, размещен кабинет врача, тренерская, буфет и обеденный зал. Данный проект реализуется для развития физической культуры и спорта в ЧГУ и укрепления здоровья студентов, а также профессорско-преподавательского состава. Бассейн олимпийского стандарта даст возможность раскрыть новые потенциалы и горизонты для молодежи в плавательных видах спорта, а для республики предоставит возможность проводить международные соревнования на самом высоком уровне.